Что, пап, мы все, поехали? Все, давай, встречаемся на берегу. Одна машина. И вот здесь должна быть вторая машина. Все, едут. Да, Калина, это Калина. Все. Саня Калина с супругой. Роман с мамой. Ну и, конечно же, я. В общем, друзья, собирались все лето выехать куда-то на рыбалочку. Все-таки наконец-то собрались. Уезжаем на рыбалочку с одной ночевкой. Или ночевать будем или в избе, или где-нибудь в деревне, не знаю, посмотрим. Я сейчас уезжаю на лодке. Они до берега доезжают на машинах. И вперед. Время у нас, правда, уже поздно. Около 4 часов, пока коптили туда-сюда. Давайте полюбуемся нашей северной красотой. Вот такой вот вид открывается с моего окна. Это просто райская красота. Просто супер. Ну, вот, наконец-то. Время уже, наверное, 5-й час. Марина, сколько время? Вот такой вот дружной, веселой компанией отчаливаем от берега. Воды нет. Воды нет. Рома, левее, там застрянет у тебя лодка. Вон, Печора. 5:30? 4:30, да? Да. Время 4:30. Мы только собрались. Наверное, до деревни доедем и сразу в избу. Зря так. Там избушка свободная, чего не было, если что. Да можно и в избе, если что. Если свободная. Конечно, да. Мне что-то кажется, лучше в избушке. Там, как сказать ее правильно? Ну да, ближе таскать. В общем, вот так вот. Пол-Печоры будем толкаться, а потом пол-Печоры вброд. И перейдем на другой берег. Малявка прыгает. Там и это, жиганы или сишки прыгали тоже, вот я ехал. Может, по пути на перекате на малосолочку, может, и швыряну пару раз. Там, на Пиджинском. В общем, выезжаем. Вон, прыгает малечек. Везде перекаты. Сейчас на пузо. Главное не напороться. Вон, железка какая-то. Коляска, не коляска. Металлолому до хренища. Че говоришь, вас тоже трое, да? А, понятно. Вон, 100 метров уже от берега отошли. До сих пор еще мелко. Вон, видишь, жиган плесканулся. Поехали. Или хочешь быть звездой ютуба? Можно даже на лиму посмотреть. Видно, все хорошо. А палку для остроги не взяли. Ох, как же я соскучился по рыбалке. 3 дня не было меня на реке.
лето. 21 августа, а у нас еще лето. Вот, идем догонять. Попробуем. Так, доехали до переката, увидел всплеск хариуса. И ни одного там повыше еще. С Романом решили покидать бомбарду с мушками. В надежде, что хариус клюнет. Ну, на вечернюю малосолочку хотя бы. Тем более, что нам по пути с течением. С попутным ветром, как говорится, ветра нету, полный штиль. И огромное количество мошкары. Вот тот перекатик, где я летом ловил, сколько, месяц уже прошел, да, наверное? По-любому это еще до сенокоса было. Вот здесь я ловил хариуса, хариус плескался, хариус ловился. А сейчас я не знаю, вот он ниже, видишь, плещется? Ниже плещется. Вода упала, в принципе, вполне возможно, если он есть, может хапнуть. Ну вот сколько, 3-4 заброса, пока тишина. Так, вот доплыли до основного переката. Якорь не скидываем, чтобы не терять время. Но поклевочка была, вот вторая, небольшой. Это радует, хариус, значит, начал проявлять активность. Это очень хорошо. Значит, если вода не пойдет на подъем, мы еще половим хариуса. Поклевка была такая крупненькая у крупного хариуса. Но сошел практически сразу же. Крючок одинарный. Конечно, лучше на хариуса ставить тройнички. С одинарного очень много сходов. Но берет, это уже хорошо. Поклевку увидели. Значит, вот еще поклевочка. Опа-на. Не поклевочка, а в смысле всплеск хариуса. Есть поклевка, еще поклевка была. Так. Это очень хорошо. Вот он плещется тут. Плещется и берет. Дергает, тюкает. Это очень хорошо. Это здорово. Соскучился уже по хариузовой рыбалке. Пару кабанчиков бы не помешало нам сегодня на малосолочку, да, Роман? Угу. Ну что-то все не получается. Вон, понесло. Блин, надо выезжать, иначе на мель отнесет. Все. Вот он фарватер, вот он перекат. На границе фарватера и переката должен стоять, по идее, крупный хариус. Должен, но не обязан. Давай, сделай вещи. Бум. Ну давай. Не хочет. Ладно, мы к вам вернемся в другой раз. Так, что у нас на фарватере? Ишь, плещется везде. Что, до первой поклевки? Окуньки тюкают. Но что там еще по окуням так еще не открыли.
обломанная верхушка, конечно, заброс делает намного меньше, метров на 30. Блесна летит. Во-во-во, вот и первая поклевка была. Давай, 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 давай. Ну, давай, давай. Если раньше я без напрягу спокойно кидал куда захотел, то сейчас все, уже надо постараться, чтобы закинуть более-менее подальше. Сколько? Сантиметров 10, наверное, 15 обломилось, и все. И уже спиннинг уже не тот. Поклевки есть, и это радует. Надеюсь, мы все-таки поймаем сегодня что-нибудь, в конце-то концов. О, кто-то плесканулся. Рома на блесну. Да? Да. Черненькая, блесенькая. У меня резинка. Маме бы хотя бы эту большую удочку достали бы. Мам, будешь большой удочкой рыбачить? Сможешь? Попробую. Рома, расправь удочку. Если не сложно. О, блин. Опять была поклевка. О, на этот раз только иди ко мне. Язь. Ай, бляха-муха, стоит. Ай, мушка в руку прям. Молодец, язечек. Вот такой вот язечек. Только меня немножко он покалечил. До конца-то докрути тогда. Муж. Вот. Опускаешь вот эту штучку. Блин. Крючок прямо в руку сандалил. Ну вот мы и обрыбились. Когда кидаешь, в последний момент, когда вот пускаешь вот эту штуку, и когда в воду падает блесна, вот это вот надо обратно вернуть. Так, ну вот долгожданная поклевка окуня. Окушок, как я тебе рад. Таких мы... Что, берем все коту, да? Берем, нет, Валь, такого? Конечно, коту бери. На уху надергали, нет там, блин. Один язь, один вот окушок. У нас тоже один есть. Да? Ну, значит, уха будет. А будет. И 2-3 харюза где-то вот. Прям сил нету. И харюза сошли. Ну, пару штук некрупных таких дергали, тюкали там. Ну, харюс, наверное. Поклевки были, а мушка одинарная, сходят. Ай, лысины кусают. Так одел бы. А некогда, видишь, занят. Капюшон. Занят, видишь, некогда. Марина, как клюет? Марина клюет, нет? Как она рыбачила? Я рыбачила. Блин, посмотрел. Есть. Она же кидала спиннинг. А я видела, она стояла в лодке, но... А Харрис прям перед нами прыгал, нифига не берет. Нет, Не берет? тут у нас. Ну, Прям перед лодкой плюк. крупный, да, хороший? Хороший прыгал, да. А я- там вообще белочь была где-то, когда уже к нас А не берега. берет нифига, я ему на тебе, на это, на Нет. это, нифига. А мушку берет. Я же на мушку ловил. Мушки у меня далеко, и надо и уже перебирать. Понятно. Что, просится это? Что-то окунь. Что-то интересно клюет. Тык-дык-дык, тык-дык-дык. Я что ли? Нет, окунь. Горячая, ё-моё. Вот. Горячая? О, окушки-то хорошие, смотри, да? Ну, один поменьше, этот нормальный, да? А на резину, да, Гена? На резину, да. А она блесну не хочет, да? Ну вот Нет, Ромка. он тоже заблеснул, нифига. Нифига, да? Да, А на- Гена уже двоих вытащил. Надо резину ставить. У тебя тоже резинка, кстати, может клюнуть у тебя. Сейчас ближе к берегу подъедем. Бегать хочет, бегать, прыгать, скакать. Там и течение слабже получается. Вот он, полосатик. Вот он, хороший красавчик. О, красавец. О, наблеснул. Язёк. О-о-о. Сразу, да, с одного места, считай. Бедный аж обкакался, блин. Да. Как ты так кидаешь-то? Я кидал, когда он в последний момент решил прыгнуть из руки. Андрюха штук пяток-то тоже, наверное, выкинул за борт.
5-то нет, но 2 или 3-то точно, наверное, выкинул. 2, что ли? Нет, 1. Ну, хороший. Еще плюс 1. Так, можно, наверное, мотор отпускать. Перекат проехали. Сейчас пойдет здесь более-менее тиховод. И более-менее глубокая. Вот здесь на мамину удочку может что-то тоже клюнуть. Ты иногда подергивай так лево, право, влево, право. Как бы шевели там у тебя хвостик. И хвостиком ты должна шевелить. Смотри, да, каждый день ловят. Вот смотри, сегодня 3 лодки только, да, приехало с рыбалки. Мы недавно, допустим, сколько лодок в одном месте плавляется, и все это только есть. Откуда он берется? А зимой почему вот его нет? Тяни уже. Нет, фигня. Нет. Кого? Печенье. А машкары-то, во, машкара. Ужас. Такая туча машкары, блин. Хотели ехать до какой-нибудь деревни, что-то набежали тучи, не стали рисковать, вон, доехали до избы. Сейчас посмотрит Саня, если все нормально, если изба не занята, то останемся здесь, переночуем в избе. Да, Марин? Хоть 3 язя, 4 окуня. У вас, Марин, сколько? Такой довольный. 1 ясь и 2 окушка. 1 язь и 2 окуня, да? Ну, на душу населения примерно одинаково, да? Ты видела, с какой высоты он сейчас прыгнул? Разогнался оттуда и вот туда. Короче, чайник есть, Но. Это что такое? 2 маленькие кастрюли есть. Ну, я сейчас до деревни сгоняю, Свет. Нужно только освещение и котелок, и все. Ну, я сейчас привезу и сковородку рыбу пожарить. И сковородку рыбу пожарить. Все, сейчас я сгоняю. Вас с Ромкой оставлю тут, вот где-то на рыбалке, а сам до деревни сгоняю. Оставил всю дружную компанию на берегу в избе. Сам еду в деревню за котелками, чайниками, сковородками, за освещением. В общем, решили в деревню не ехать. Остаемся в избе. Просто деревня из деревни, не пошуметь, ничего. А тут можно костерок, возле костерка с дымком уха. На уху мы поймали. Можно пошуметь, можно поговорить. Хоть песни пой. Так что остаемся в избе и будем отдыхать в избе. А пока не стемнело, на всех парах еду в деревню. Пустой хорошо идет. О. Тоже быстро варится ведь. Так. Хоть раз за все лето уху на костре попьем, а то все на газовой плите варим, блин. Костерок. Вот рыбка почищена. Окушки, яськи. Получишь. Язи-то, не матерись, я снимаю. Язи на засолку, окунь на уху. Так, музыка там. Ой, воды-то набрали, воды-то. Что, так пить хотите, что ли? Так, что у нас тут? О, спилили пихту. Бор починили. Нормально. Вон крышу починили.
Ау! Немножко так легко кидаем. Рыба, ты что, она быстро? Дождик пошел еще. Да? Все забываю, как собаку зовут. Араб. Араб. Лок, 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 лок. Лок, лок, Шань. Шань. Опа. Маши ручки, давно тебя не видели уже. Всем привет. Всем привет, друзья. Вот дружной компании, вот такой вот компании сегодня. В темноте, под одной лентой, и то в деревне ездил. С сыновьями, с женами. Куда спряталась? С дружной компанией сели вот за такой стол. Копчуха сегодняшняя коптили. Вон сколько рыбки взяли копченой. Сальцо, мальцо, овощи, фрукты, консервы. Курица. Тут еще вот у нас. Ну, это уже не босяцкий ужин. Это уже Это взяли, чтобы это в дороге кушать как бы. это уже шикарный ужин. В общем, А уха варится же еще. варится уха. Всем приятного аппетита. Если честно, приехали отдыхать. Ну, отдохнем, посидим, попоем. А завтра с утреца, возможно, сходим, если погода будет, порыбачим. И отдохнувшие приедем домой. Вот такой вот сегодня отдых. Надо отдохнуть, надо. Застолье снимать не будем, чтобы не было лишних базаров. Че? Так что до завтра. Еще и прибавлены, что ли. Че он облизывается там? Че Всё. увидал, ты такого облизываешь? Всем пока, до завтра. Давай. За ушицу. За ушицу. Уха получилась просто отменная. Свежак. Сегодня еще плавали. Ай, горячо ведь еще. Пробчиком. Нормально. Не главное, когда чуть-чуть. как бы, Рыбка, чтоб можно все. было. Геннадьевич, приятного аппетита. Спасибо. Взаимно. Че, тебе тоже налить, что ли, а? Араб. Арабка. Ты же не пьешь. Он устал. Устал? Он уже спать Как просит. тебе? Нормально, Он нет? уже спать просится, ищет место, Араб. где лечь, а не может. Мы тебя на улицу, да, охранять от медведей. Ничего, нормально? Ага, с мамой ляжет на постель. С мамой. Смотри, как распереживался. Ладно, будем здоровы. Шашлык. Машлык. Машлык. Сейчас скажем картошку. Сейчас мы ее помешаем. Вкусняшечка. Картошечка. Жареная на костре. С дымком. Дымком. А, да, Валь, надо это. Салям. Салям надо. Пока готовится завтрак. Это, между прочим, картошка этого года. Молодая. Да, молодая картошка. Пока готовится завтрак, Роман тут выехал на речку, говорит, там просто сотни окуней не берут ни на что. В общем, беру камеру и посмотрим егоные сотни окуней. Пошли глянем. Пойдем глянем, что там Роман нашел, какую сотню. Сотня окуней, полосатых коней. Что получается? Решили попробовать на малька. Опа. Главное не навернуться здесь. Опа. Что-то я не нашел экшн камеры в лодке, наверное, да? Не знаю. По носу. Там возле берега. А? Топтани, говорю, вот этой лодки. По воде. Что, не идут, что ли? Они все ближе к берегу, видишь, а тут кусты не положишь сюда. Сейчас вот так вот. Все, поднимай. Все нормально. Опа! Тише. Вот так вот Роман поймал живца. И сейчас мы будем пробовать ловить окуня на живца. Там в корягах он нашел стаю окуней. Сейчас мы это попробуем. Ну и где ты, окунева стайка?
Здесь вот в траве. Ну вот она, лучей выходит, вот тут вот справа от тебя. А тут? Угу. Тут сюда, тут слева. Ага, ручеек. Ручеек. Сейчас уже это проверим. А ты на удочку не пробовал? Не. А что? Какая разница там? Что резина там, что у меня резина на спиннинге. Они походу уже упали. Тут что и коряга. Сейчас посмотрим. Коряжник тут, видишь? Вот такой вот мелкий окунь на малька взял. Подошел. Что, таких отпускаем или коту берем? Ладно, пусть гуляет. Подошел, на малька сразу, в принципе, взял. Малек сорвался. Ага. Шустренький подошел, так сразу бац. А без малька не хочет. Они, походу, отошли куда-то. Так, подъехали в коряжник. Видим, здесь куча малька. Просто малька очень много. В принципе, где малек, там должен быть и окунь. Сейчас мы это проверим. Ромка, аккуратнее, здесь можно очень зацепиться. Неплохо, везде коряги. Поднялась цапля. Отлетела, вот села туда. Одинокая цапля. Серая цапля. Так. Окуня пока не видать. Ну, малька вот, просто куча. Видишь, сколько малька? Не знаю, берет, не берет камера. Ну, просто под лодкой. Огромная стая. Есть, да? Ну, это Роман уже вытащил. Пока еще нет, но тащит язь. Вот так вот. Здоровенный язь на резинку, да? Да. Вот такой вот красавчик. И дай ты его туда в лодку. Вот, нормальный. Молодца. На середине взял? Да. Охренеть, сколько малька тут. Тут окунь должен быть. С первого заброса, да? Да. Сейчас я тоже, если окунь брать не будет, тоже достану. Ромка выгнал сегодня с моего места. Блин, вообще неудобняк такой здесь. Спереди, оказывается. Машкары километр жрут черти. Надо помазаться, наверное. Так, ну что, начало было хорошее. С первого заброса Роман повытащил язя. А окуня нет. Как бы места такие хорошие. Коряжник, как бы он здесь всегда стоит. Постояли, покидали. Бесполезно. Вот оттолкнули сейчас. Идем самосплавом. И вижу вот за коряжником. Обычно видно, что здесь окунь стоит. А сейчас его нет. Куда-то отошел. Странно. Ладно, будем искать. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот это номер. Друзья, вот он. Язь на удочку. На малька взял. Подъязок. Прикольно. На 6-метровку язята таскать. Вообще классно. Я сначала думал, зацепилась. Как раз смотрел в сторону еще. А ну да нет, что-то у меня удочку колбасит. Ну вот, по язечку выдернули. А окуня нет. Вот вижу вот коряжник здесь как бы на дне. Обычно, если окунь стоит, его видно прямо, что он стоит. Вон, ни одного окуня вообще нет. Вот тут вот за ивняком, возможно, будет. Сейчас немного только надо в сторону отъехать. Ромка, мы где-то их ищем, а не под лодки. Ой, ёп,
Устьонский городовой. Хвост оторват от лайки Джона. Вот, смотри, вот они, вот. Видишь, какие здоровые. Даже без хвоста кидаются. Вон. Оторвала хвост. И прямо они здесь, вот под лодкой. Давай попробуем с этой стороны. 2 штук я выдернул. Блин, без хвоста не та игра. Может, 2 и было окуня. Они просто дикие. Просто дикие, голодные окуни, блин. Бац-бац. Просто, может, 2 и было их. 2 их видел. Они просто напали. И обоих поймал. Там нет, ясь. Окунь. А окунь, да, здоровый. С берега, да? Да. У меня без хвоста. Ударит, не ударит. Надо поменять. Свистерочек какой-то поставить. Так, друзья, поставил воблера. И первая поклевка сразу вот окунь. Вот такой вот воблерочек. Симпатичный. Буквально с первого заброса сразу. А мы тут резину гоняем. Резину, в принципе, тоже берет, но... Поставил. Вот, надо было там воблер, да, где щука плесканулась. Получается, рыба есть, просто надо найти к ней подход. Он как хорошо играет. Просто супер. Видишь? Четко вообще. Там-то окуня поймал оттуда, да? Погодка вообще прелесть. Не скажешь, что 22 августа. Натурально летняя жара стоит. 30 с лишним, наверное, по-любому, да? Еще и без ветра. А наши в избушке. Нет, надо было... Видишь, я так и знал, что у нас разведка затянется, блин. Вышли с разведкой посмотреть, чем дышит Печора. И затянуло. И теперь они сидят, завтракают, а мы тут даже телефоны не взяли. Сейчас, ладно, немного сплавимся, да пойдем, наверное, поедем позавтракаем тоже. Вот это, вот это кабан под лодкой, да? Да, в конце взял уже. Я смотрю, улыбаешься, раз смотрю, глаза круглые стали. Вот это реальный кабанище. Грамм на 400 почти. Будет по-любому, наверное. Полкило там, может, немножко не дотянет, хотя близко уже, наверное. Ты бы видел свое лицо. Тащит, улыбается. Буш, глаза такие круглые стали. Может, он и плесканулся, наверное, да? Не знаю, окунь плескаться умеет. Ну а что нет-то? В общем, едем. Плесканулась рыба, Рома говорит, тормозни. Тормознули, первый заброс и сразу клюнул. Действительно, может быть, его нету здесь? Так-то, если кто есть, то вроде сразу клюет, да? Ну да. Может, ушел? Я говорю, может быть, это жары на глубине весь. Где-то. В кустах, в тени. Опять кабана вытащил. Аккуратней. А, еще и крючок мне в руку загнал. Аккуратней. Аккуратней. Там взял, да? На песке? Да. Все-таки резина работает лучше. На воблер первая поклевка была, я уже сколько гоняю, ни одной. Что-то тюкает, не берет. Мне кажется, такой окунь от воблера-то не откажется тоже. Че? Гнался. О, 2 видишь какие? Ушел? Нет. Я просто уже на кончике успел там.
Так, надо, наверное, удочку доставать. Мне кажется, что-то... Что-то не то-то. Коряжник. Возможно, здесь может быть окунь. Аккуратнее, только не зацепись. Где-то окунь я видел. Вот он за бревном прям был. Здесь? Угу. О. Вон они мелкие. О, пошел. Ничего себе мелкий. Не, у меня он тут маленький. Ничего себе мелкий. Я подошел, я увидел, как он это атаковал даже. Мальки уж подохли от жары. Так, где там? Есть еще там? Нет что-нибудь? О, смотри, еще есть. О, такой же. Опа. Малька украл. Попробую без малька. Чисто на резинку. Смотри, на резинку также взял. Видишь? Угу. Ну, выглядело, как будто тут зацеп было, не окунь. Не-не-не-не. Вот смотри. Просто резинка без малька. Видишь он? О. Бля, что он? Мелкий, что ли? Папа звонит, папа здесь. О. Мелкий, походу. Потеряли нас. Что, ответь? О, смотри, какие окуня там. Просто на резину, видишь? Там стоят они. Алло? А? Рыбачим. На другой стороне острова. Как вы сюда подъедете? О. Ну этот, там получается, где мы вчера последний раз останавливались. Вот так вот всегда. Сколько клевать? Нет? Нашли окуня голодного, который клюет. И надо ехать, все уже. Народ уже позавтракал. Нас не дождались. В общем, пойдем съездим позавтракаем. И потом опять сюда приедем, возможно. Так, ну что, время ближе к вечеру. Клев так себе. 5 литров засолили. Окунь. Язи, вот то, что утреннее. После обеда черомка, 3 окуня. И сейчас вот 4-й окунь. Клев вообще никакой. Солнышко село, машкара пошла. Слабенько что-то. Калина с Мариной тоже 3 окуня только поймали. Ждем вечерний клев. Надеюсь, он будет. Так, есть поклевочка. Идет полосатый. Работает у меня одноногая лягушка. Нашел старую снасть. Вот такая вот лягушечка. Одноногая. Раньше у него было 2 ноги. Одна оборвалась. Но клюет. Сколько рыбы она уже, эта лягушка, переловила. Сколько ведер даже, можно сказать, рыбы, блин. И сколько ищу в магазинах, вот такой лягушки нет. Похожие были, а именно такой не было. Такого цвета, такого размера. Дергал, вот он гонится, получается, а ни хрена не берет он. 2 раза тыркнул, блин. Блядь, думал, нашел, блядь. 2 штуки клюнуло подряд. Почти у берега вот. Там кусок трактор, блядь. Вот он. Он ударил просто издалека. Пулей просто вылетел, блин. Ну что, избушечка, спасибо тебе за ночлег. Все убрали, все прибрали. Матрасы повесили. Вон Серега тут написал
Правило этой избушки. Основное правило: относись как к своему дому. Избушка — второй дом. Уважай хозяина, береги природу, соблюдай чистоту. Сожги мусор, помой посуду, повесь матрац. Не оставляй избу без дров, хорошего отдыха. Благодари избушку за ночлег. Хорошего отдыха. Наш дом тайга, изба уютная квартира. Ну, в принципе, мы все так и сделали. Все убрали, все прибрали. Оставил даже я вот такой вот свой нож здесь, потому что в избе почему-то нет ножа. Оставил нож. Заварку оставили, соль, лук оставили, потому что ни зима не испортится. Кому-то может пригодиться. Что, Романыч, все унес? Ну да, вон осталось. Котелок Григорьевича здесь. Иван Григорьевич, если смотришь, вот твой котелок. Оставил я его в избе тоже. Все перевернули, все убрали. Залили костер. Все, костер потух. Дрова. Ну, дрова, в принципе, вот раз, два, три, 4 чурки. И там, если что, за туалетом есть поленница. Напилено. Кому надо. Вот топор. Сейчас убрать отсюда надо. Топор уберем сюда. Дровяник. Лопата еще моя вот здесь. Как туалет копали, так и оставили. Ладно. Пусть пока здесь будет. Все. Спасибо, избушечка, за ночлег. Поехали домой. Рыбалки как таковой. Ну как? 5-литровую ведерочку мы засолили. Где-то еще литров 5 окуньков надергали. Окуней. И просто отдохнули замечательно. Провели ночь, побеседовали, поговорили. Все нормально. Теперь по пути, может быть, если где-нибудь остановимся, может часик-два еще и порыбачим. На жареху, свежатинки еще, может быть, и наловим. Все. Всем пока. До свидания. Так, идет дозаправка топлива. Вот наш весь улов. А как весь? Три щуки, окуня. Там, да. Окунярики полведерочка и пятишку засолили еще. Да. Там, где? А там все там, да. Да ладно, не доставай, они поверят. Там не 5 больше. рыба ловится, они поверят. Тихо. Не кидай. Чтоб не лопнул. Ну что, мы же на рыбалку ездили, а не за рыбой, правильно? Мы отдыхать приехали. Отдохнули. Замечательно просто. Так что, все, друзья, поехали мы. По пути, может быть, где-нибудь да еще остановимся, да? Посмотрим, потому что возможен вечерний клев. А? Если не будем останавливаться, то всем пока. До новых встреч. Скоро будет отличная рыбалка на севере. Через недельку где-то поедем. Напоследок, время еще немножко есть, покидаем спиннинг, да, Роман? Может, поклюет что-нибудь. Тут, в принципе, местечко такое нормальное такое. От этой дамбы вот буквально до косы хотя бы немножко так сплавимся, минут 15-20 посмотрим. Может, что-нибудь еще и поклюет. А вдруг? Все-таки получилось у нас напоследок поймать рыбу. Вот он, окунь. Так, куда бы тебе, куда бы. Ладно, пока здесь поплавай. Все-таки я нашел окуня, Сань. И клюнул довольно-таки бодренько. Очень быстро сносит. Течение тут хорошее, глубина тоже. У Сани опять с Мариной собака выпрыгнула с лодки. Второй раз уже за сегодня. Он бегает там вокруг лодки. Опа, есть поклевка, есть поклевка. Есть, вот он. Второй полосатик. Хорошо. Янцикадан. У тебя тоже, да? О, значит, стайка. Опа, ушел.
Тихо, тихо, ты сейчас меня запутаешь. Хороший кабан был, да? Опа, есть, есть, есть. Смотри, стайка хорошая здесь. Смотри, у меня что-то вообще хороший вон. Такой же кабан, вон. Каждый заброс полосатый. Просто стайка там стоит хорошая. Сейчас поднимемся туда поближе. Тут просто выпрыгнула сейчас щука на целый метр. Вот. Попробуем на эту фигню. О. Смотрите, смотрите, сейчас она бабахнет. Видела, она на метр аж с воды выпрыгнула, да? Ну, почти на весь поэтому. Хорошенькая такая полторашечка, да? Ну, где-то так, да. Просто бабахнула. Щука есть, получается. И то, что она не хочет есть, на нее было не похоже. Она просто дикий выпад был у нее. Вот так вот на метр где-то выпрыгнула с воды. Яркий, может, нужен. Вот эту, блин, она в пакете, наверное. Уточка у меня желтая такая, яркая тоже. На мышку не хочет. А ведь она есть, она здесь, она показала себя. Видишь, мышку можно через траву спокойно проводить. Че, и окунь тоже не берет, да, больше? Поймали 3 карпача с одного места. Или 2? А, у тебя сошел, да? 2 их поймали, решили половить с берега. И бабахнула щука. Или что, ушла? Ушла, блин. Все-таки она бабахнула уже там, вот метров 20 ниже. Вот, ударила на мышку. И что-то она не зацепилась. Не зря приманка называется не зацепляйка. Да, не зацепляйка, и она у меня просто не зацепилась. Щука уже у нас ушла вот ниже. Она же, да? По размерам. Не знаю. А мы сюда кидаем. Она уже вот намного ниже ушла, получается. Так что она не стоит на одном месте. Найти-то мы ее нашли. Ударила по мышке. Утопила мышку, получается. Зацепилась в траву. Но не зацепилась. Я вот так вот дергал. И она бабахнула. Блин. Вот она, вот она. Промахнулась. Видали, да, друзья? Второй раз промахнулась. А Келла промахнулся. Здоровая, блин, ты. Полторашка как минимум, да может даже и двушка. Щука 2 раза промазала по этому, Хорошая щука. по приманке. Полторашка где-то. О, третий раз. Третий раз. Опять мимо. Только мне что-то показалось, это я здоровый, а не щука уже. Или что-то такое, я не понял. 3 раза атаковала и нифига, блин. А там крючки утоплены, правильно? Она должна проглотить эту мышь полностью, блин. О, 4-й. Есть, есть. Сейчас есть. Блин, ушла. Нет, ушла. С 5-го раза ударила и ушла. Конечно, вот она. Она должна проглотить. Вот она, порезанная вся щука, ёшкин кот. Все, сейчас, наверное, уже не возьмет. Укололась. Ну да, она сейчас уже зацепилась. Если она вообще не тупорылая. 6-й раз же не возьмет, наверное. Там что, как раз трава такая, блин, она в этой траве сидит. Да нет, она, друзья, 2-я. Опять, блин, ударила и опять не зацепилась. Тут 2 их, Саш! 2 щуки. 2 щуки я специально кинул для проверки
где первый раз она плесканулась. И опять она бабахнула. Но никак не может зацепиться. Так, что-то надо другой зацепить. Эта мышка что-то мне не работает. Так, попробуем вот на такую снасть половить. Вот такая трехсоставная рыбка. Она, конечно, будет цепляться за траву. Но она похожа на рыбку. Щука может соблазниться на нее. Правда, они уже обе щуки по 2 раза уколотые. Но они есть. И это радует. Щука есть. Щука начала. Вот, видел, да? Нет. Вот выход был. Вот волна. Выход был, выход. Вот. Сейчас будет удар по-любому. Был выход, она бурун такой был. А здесь в траве стоит, рядом с лодкой. Яркий может надо. Сейчас поменяем еще раз. Так, попробую вот такой вот виброхвост. Бассара крупная у нас от Lucky John. Посмотрим, что на нее скажет наша щука. В принципе, я тоже офсетник сделал типа не зацепляйки. По-любому на нее должна бабахнуть. По-любому. Не бабахнула. Яркая, потому что она съедобная резина. Ням-ням, щука, ням-ням. О, поймал? Нет. Уже ближе, да, к берегу? Да, На мышку, да? да. Она не попала опять. Была атака и обидный сход. Что-то фигня. Видишь, порезал как. Это щука. Походу она уже 3-я здесь. Тут щучье царство получается, но никого не можем поймать. Хвост у этой виброхвоста очень длинный получается. И она не попала. Но атака была. Это походу уже 3-я щука у нас. Потому что одна бьет там, одна здесь в траве. А это тут по чистой воде сейчас ударила. Давай хотя бы одну из 3. Давай. Вот она. Блин, ёшкин кот, опять сход. Она за резину держит, получается, за крючок он не цепляется, вот за этот крюк. Он всего уже порезала, блин. 2 раза атаковала. Блин. И место такое, что и воблер не проведешь, ничего, надо типа не зацепляйки надо. Сейчас бы вертушечку туда. У нее шансов бы не было, если вертушечку. Вертушку по такой траве не провести. Хитрые печорские щуки. Ну давай. Что там? Та успокоилась, нет? Сколько их тут в одном месте, блин? Вот они где, все щуки, блин. Ладно, мы запомнили ваше место. Сюда надо это, на живца эти ставить, жерлицы, да? И все. Они сами себе харакири сделают. Так, ну что, друзья, время идет. Щуки перестали прыгать. 3 щуки, одна здесь, одна там и одна здесь в траве. 3 щуки. Потеряли где-то, наверное, полчаса, если не больше. Было несколько выходов, вы сами видели. Немного даже удалось заснять. Вот раз, этот нет. Разик сюда еще. Этот нет. Говорю, вертушечка бы сработала, но вертушку здесь никак
И разик сюда еще, и все. Если нет, так нет. Едем домой. Все, хватит. Все-таки они нас сегодня обхитрили. Все-таки нам не удалось перехитрить этих хитрых щук. Ну и ладно, мы сюда еще как-нибудь вернемся. Мы еще с ними сыграем партийку. Ладно, все, друзья. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Теперь точно все. Всем пока.